Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Город Львов, Украина, Западная Украина. Сегодня 21 апреля. Как вы видите, мы стоим в центре города Львова. Вот. Мы здесь находимся давно, но я решил только сейчас сделать видео, потому что был занят, некоторые дела были, и как-то не хотел особо афишировать на самом-то деле. Вот, что я хотел бы сказать, обстановка такая, вот вы смотрите, видно за фоном, что люди ходят, люди ездят, мирные жители, люди, которые хотят мира, хотят жить спокойно. Вот что я видел в этом городе. По этому городу нанесен был ракетный удар в эти дни. Мы находились здесь. И дальше я пока свои планы высказывать не буду, но работы полно. Конечно же, понятно, что я приехал сюда не как турист. Я тут в Украине был много раз. Это было давно, конечно, мы приезжали с семьей, с отцом, с матерью. Вот, по разным городам, скажем, Киев, Житомир, Донецк, во Львове был. Я сейчас приехал не как турист, приехал именно работать. Работу мы найдем, иншаллах. И считаю, здесь не очень много. Пока эти российские фашисты, эти оккупанты оккупировали часть Украины и убивают свободный украинский народ. У нас работы много. И, как я всегда говорю, я не хотел бы кого-то куда-то призывать. И этим своим шагом, что я вот приехал в Украину, ничего особого такого показать другим не хочу. И не хочу, чтобы кто-то приезжал бы сюда из чеченцев из-за этого. Нет, знаете, если вы хотите приехать в Украину, участвовать в войне, русско-украинской войне, то вы должны решить это сами. Как, например, решил я. Вот решил, у меня чистое намерение, у меня свое личное намерение. И я приехал сюда. Поэтому я призывать ни к чему не буду, чтобы не нашлись там разные умники, что Анзор призывает на войну. Нет, Анзор никогда не будет призывать и не призывал кого-либо на войну. И дальше посмотрим, я покажу, где я бываю, что я делаю. И вчера мы провели несколько важных встреч здесь с нашими чеченцами, с украинцами. Вот, пару интервью еще давал. Вот, в общем, Украина. И что тут еще добавить? Я хочу еще подчеркнуть, что кто будет слушать это видео, что мы чеченцы против любой войны в любой стране. И там, где проливается кровь, убивают так людей со всей жестокостью, мы будем на стороне правды, на стороне угнетенных, как сейчас в Украине. То есть мы на стороне Украины и против российских оккупантов. И мы не понимаем тех чеченцев, которые стали на путь убийцы этого фашиста Путина и убивает украинский народ. Мы не понимаем их. Мы считаем этих чеченцев отщепенцами нашего народа и считаем их предателями. У нас, я могу долго говорить о войне, русско-чеченской войне, вот этого, про это варварство, которое чинила российская армия.
российские оккупанты. У нас было похлеще. И если, но так оно не будет, я уверен, если, к примеру, Украина будет оккупирована полностью, то это будет очень опасно. Они найдут такого же ушлепка Кадырова, поставить над украинским народом, вот тогда начнется настоящий геноцид, настоящее угнетение свободного народа, как у нас это происходит. Вот. Украина выстоит, я уверен в этом. Когда началась эта война, когда Россия вот так безбожно вторглась на территорию Украины, я сразу понял, что России будет теперь очень тяжело. Украинцы не тот народ, который можно вот так просто взять, оккупировать, подавить и одержать над ним победу. Это невозможно, я считаю. Украинцы – это люди, которые любят свою землю, свою историю, любят и хотят мира. Это патриоты. Я знаком с ними давно. И всегда были очень хорошие отношения с украинцами. Вот, в общем, коротко еще раз скажу. Украина, Львов. Приехали, скажем, не сейчас. Чуть поработали, и сейчас снимаем просто видео. Скоро будем и в других местах. Иншаллах. Всем желаю мира и всех призываю к миру. И на своем чеченском я хотел бы обратиться к своим соотечественникам. Валлахи, соқич мамат ашлило штолхум. Кузаде кан опом хлотверч харкам хайздагерч дох штушо. От спутин тяхитен, от кадиром тяхитен. Кадиром мирута, че мохбехкан, че давехкан, че вашевехкан, бьехомё. Бьехом била сочтица, модернуется двоится. Кадиром бьехомё. Че давинак и вушун. Че вашевинага и вушун. Вай кам хайзинага сисес докш или хумшлили нага таганило швега его Кадырову. Бьехоматик весло. Давайтен камял доцула ша Киев лёхпарю, ша ты варю полёхпарю. Дела вайкам хайзинол, раски. Тун улехвать там дяшну и камял цур, и камял. Ундера Кадыров, она цадехердон. مصر هم أنا جوق دولي زردون حل بيوخم قوي إستوريا خلا ياتون ترويج مثلا خيس خرو مزلا كوشايو جو إتز بيوخم يو جو إتز بيوخم يو هايشر لعوق رواد صار هايشر رواد كون بوشر واتون يو أوليور واتون نسام مدير هبيوخم أوليور شنيل شوداتون أوليل شو أوليل رياتون А теперь на русском. Я обратился к этому ушлепку Кадырову, сказал, что кто он есть на самом деле. Мало слушайте его, он из себя ничего не представляет. Это обычный болтун, который любит снимать, как они называют, тиктоки, вот. И больше ничего из себя не представляет. Это не воин, это трус. Только трус будет служить врагу своего народа и убийце своего народа. И только трус будет бояться назвать имя своего врага. Враг кто? Враг тот, кто убивал твой народ, тот, кто убил твоего отца. Он боится назвать имя тех, кто убил его отца. Это обычный ушлеп.
Все будет хорошо, победа будет, иншаллах. Ага.